В Ингушетии продолжаются рейды по соблюдению эпидбезопасности в местах массового скопления людей. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора проверили общепиты, детские развлекательные комплексы, а также дали рекомендации домам торжеств. Репортаж Залимхана Калоева. Давайте мы выводим всех посетителей, опечатываем и уходим. Сотрудники Роспотребнадзора настойчивы, когда беседа не задается и предприниматели начинают уходить от ответственности, прибегая к банальному оправданию «на месте нет хозяина». В таких случаях в ход идут жесткие меры, вплоть до закрытия. Персонал этого заведения маски надел только после визита надзорных органов, а на посетителях их и вовсе нет. Отговорка одна – не были в курсе ограничений. Теперь будем в курсе, что нам надо делать. Ну это вам надо было быть, да. Ну нам можно было и предупредить это все делать даже. Ну, конечно, это уже с 2020 года идет. Мы вас раньше предупреждали, мы все смотрим новости. Все это самое, все это было. Да. И инструктаж со своими работниками, то, что вот такая ситуация, пожалуйста, соблюдайте все эти меры предосторожности. На владельца этого заведения выписали извещение для составления протокола. Далее материал будет передан в суд. В первой половине дня и в этом, и в соседнем общепите, где, кстати, такой же список нарушений, посетителей почти нет. Другие просто сбежали, увидев камеру. Мы выявили такие нарушения, как отсутствие дезсредств, то есть здесь не проводится дезрежим, отсутствуют моющие дезсредства. И второй момент, отсутствуют кожные антисептики для посетителей, также для самих работников общепита, не представлены личные санитарные книжки работников общепита. По требованию санитарных норм маски и перчатки работники пищеблока и обслуживающий персонал должны носить не снимая. То же самое касается и посетителей. Посетители точек общественного питания должны входить в общепит в масках, то есть полностью прикрыв рот и лицо. После того, как они занимают свое место для заказа, в дальнейшем, после получения своего заказа, они спускают маску, обедают, завтракают, либо ужинают. Затем, после того, как они закончили кушать, надевают снова маску и покидают помещение. Следующая точка проверки – детский развлекательный комплекс в центре Назрани. На первом этаже работает общепит. Тут все по тому же сценарию. При виде проверяющих одни иритируются, другие надевают маски. Пойдем, молочный администратор. Ага. И здесь сотрудникам Роспотребнадзора пришлось несколько минут ждать администратора. А между тем зал полон посетителей без средств защиты. Отвлекать их от трапезы надзорные органы не стали, а лишь дали рекомендации хозяину и выписали протокол. Будет решаться вопрос о закрытии этого места. Болезнь прогрессирует, очень много больных. Эти требования мы должны соблюдать, если мы хотим работать. Если не будем соблюдать, будем останавливаться. На втором этаже развлекательный центр для ребят. Детей тут немало. Однако ни у них, ни у родителей масок нет, в то время как болезнь прогрессирует, а они остаются в зоне риска. Роспотребнадзор отмечает, именно в этом комплексе, где стоят игровые автоматы, необходимо регулярно проводить дезинфекцию. Для этого дела по правилам должен вестись журнал, однако его не оказалось. Вот здесь мы видим, да, ваши сотрудники в масках, да, вы сами в масках, но мы видим, да, очень многие посетители без масок. Вы должны им говорить, если вы хотите посетить общественное место, вы обязаны надеть маску. Предоставьте ему эти маски, антисептики обязательно. Есть какие-то хоть разметки, вот, соблюдать социальную дистанцию. Там один подходит, да, один подходит, другой ждет. И обработка, санитарная обработка, там, раствор, дезинфекции, халишо, вот, после, там, утром, в обед, вечером, хотя бы вот это все обрабатывать. Также определенные ограничения и требования коснулись и домов торжеств, где играют большие свадебные мероприятия. Мы вручаем им предостережения о недопущении нарушений санитарных норм, в которых расписаны и разъяснены все требования по профилактике и дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекции. По этим предостережениям будут проводиться рейдовые мероприятия и выходные праздничные дни, поэтому необходимо соблюдать все требования. Свадебные мероприятия, конечно, не отменены, но тем не менее все требования необходимо соблюдать. Роспотребнадзор будет выезжать и проверять дома торжеств по выходным вместе с правоохранителями и главами администрации. А рейды по другим точкам массового скопления людей будут проходить ежедневно. Залимхан Калоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.